Добрый вечер, уважаемые жители Сулейман-Стальского района. Сегодняшняя моя лекция небольшая будет посвящена коронавирусной инфекции. Все мы прекрасно знаем, все мы видим новостные и смотрим новостные каналы, и все знаем, что сейчас происходит вспышка в Китае коронавирусной инфекции. Что же это такое и как с ним бороться? Коронавирус – это возбудитель острой респираторной инфекции. Он проявляется интоксикацией, гиперемией респираторного и пищеварительного тракта. Само семейство, оно включает в себя на январь 2020 года более 40 подвидов. То есть каждый год может появляться новый подвид, как и сейчас произошло в Китае, которые могут поражать человека, кошек, птиц, собак и крупный рогатый скот. Впервые выделен этот вирус в 1965 году у пациентов с острым ринитом. В середине декабря 2019 года в Китае, в провинции Юхань, началась вспышка болезни, которая эпидемиологически была связана с пребыванием на рынке морепродуктов и животных. Там вирус уже перекинулся от животных к человеку и оказался способным передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. По данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент, на сегодняшний день, более 7 тысяч человек в Китае находятся в стационарах, более 1500 из них в критическом состоянии и где-то 132 человека погибли. Тяжелое течение этого заболевания оно связано с развитием вирусной пневмонии, которая сопровождается уже дистресс-синдромом и развитием острой дыхательной недостаточности. Источник болезни является больной или носитель коронавируса. Путь передачи, воздушно-капельный путь передачи, восприимчивость заболевания, она всеобщая и высокая восприимчивость. Болеют преимущественно дети, но также могут и взрослые, и после перенесенного заболевания может формироваться гуморальный иммунитет. Сезонность зимне-весенняя. Какие же симптомы у этого заболевания? Вообще, фактически, симптомы заболевания, они схожие с симптомами острого респираторного заболевания, самого обычного. Инкубационный период от 2 до 10 дней. То есть все начинается с насморка, с водянистых выделений из носа, с обильных водянистых выделений из носа. Далее появляется озноб, головная боль, боли в мышцах, общая слабость, повышение температуры до 38 и выше может быть. Также помимо указанных этих симптомов может быть кашель, присоединяться, жидкий стул, рвота, тошнота, а также боли в животе. Затем после 5-6 суток таких симптомов уже может развиваться и тяжелое течение заболевания. То есть сюда присоединяется и вирусная пневмония, присоединяется почечная недостаточность и может доводить до летального исхода. Клинически, эта коронавирусная инфекция, ее диагностировать очень трудно, так как она не имеет специфических симптомов. Практически по симптомам она не отличается от симптомов острого респираторного заболевания или, как в народе говорят, обычного гриппа. Наиболее эффективным методом диагностики, конечно, является лабораторная диагностика или ПЦР, которая позволяет обнаружить специфические фрагменты РНК вируса. Лечение как такового специфического лечения этого заболевания тоже нет. То есть здесь лечение идет посимптомное. Больных коронавирусной инфекцией лечат симптоматическими средствами, чаще всего амбулаторно. Но если есть подозрение на тяжелое течение болезни, такие больные госпитализируются в боксированное отделение инфекционного стационара. Далее, профилактика. Вообще, фактически в России на данный момент, на сегодняшний день, не зарегистрировано случай заболевания коронавирусом. Но есть основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы уменьшить риск заболевания. То есть, первое, при планировании зарубежных поездок уточнять эпидситуацию в этих районах, так как сейчас, помимо вспышки в Китае, есть случаи заболевания и в Европе. Необходимо, лучше всего не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты. Употреблять в пищу только термически обработанную продукты и бутилированную воду. Не посещать зоопарки или культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Использовать маски, медицинские маски. Дальше, мыть руки после посещения мест всяких мероприятий или мест массового скопления людей и перед едой обязательно. При первых признаках заболевания не обязательно обратиться в лечебное учреждение, не заниматься самолечением. И при обращении к врачу обязательно нужно проинформировать медицинский персонал о том, где вы были, в Европе, в Китае или где же вы были, где были вы, и уточнить время и место вашего пребывания там. Далее, следующие меры профилактики – это основные меры профилактики, которые сейчас на данный момент которые необходимы, это использовать защитные маски.
воздержаться от посещения мест массового скопления людей, то есть это то общественный транспорт, или же вы собрались в гости кому-то, а тем более воздержаться от посещения там, где есть больные люди с высокой температурой и с признаками острого респираторного заболевания. Для профилактики также рекомендуется регулярное проветривание помещения, влажная уборка помещений. Но если же у вас появились симптомы, первые симптомы заболевания, тогда необходимо дома одеть маску, незамедлительно обратиться за медицинской помощью, то есть вызвать участкового врача, участковую медсестру фельдшера на дом, чтобы вам была оказана необходимая медицинская помощь. Если есть необходимость, вы будете госпитализированы уже в инфекционный стационар. И избегать контактов с окружающим, то есть максимально по возможности дома в домашних условиях уже изолировать такого больного, отделить его комнату и контакт с ним немножечко сократить. Вот, это были основные меры профилактики. Но если же вы заболели, заболевание ваше прогрессирует, то необходимо обратиться к нам. Не болейте, но если, как говорится, есть такое, есть симптомы, связанные с этим, то обращайтесь. Thank you.